4 модуля с лекциями, стажировками, вебинарами и наставничеством. Такова программа профессиональной переподготовки, которая была разработана Высшей школой государственного управления РАНХИКС. По итогам рассмотрения результатов Общественным советом программы утвержден список из 9 участников, которые приступят к основной образовательной программе. Еще 32 человека включены в резерв программы. Обучение будет проходить на базе спортивного центра «Мужичи», расположенного в горной части Ингушетии на берегу реки Асса. Хотим поблагодарить руководство республики, в вашем лице всю вашу команду за такое внимание к реализации проекта для наших защитников. И, безусловно, вот та работа, которая проделана сейчас уже всей администрацией, всей командой республики, она заслуживает самой высокой оценки и признательности за такой ответственный и всестороннее рассмотрение этого вопроса. Мы со стороны президентской академии также готовы максимально включиться, и самое главное, вот эта важная программа, которая даст возможность нашим защитникам получить необходимые компетенции для того, чтобы максимально включиться в работу и на государственной службе, и в рамках народного хозяйства решать задачи, которые стоят сейчас перед Ингушетией. Вот мы со своей стороны видим как раз максимально поделиться теми наработками, которые есть у президентской академии, и сделать все возможное для того, чтобы наши бойцы смогли все необходимые знания получить. По итогам рассмотрения результатов собеседований на рассмотрение Общественному совету программы представлен перечень участников, показавших наиболее высокие результаты отборочных мероприятий. Отобранные кандидаты начнут обучение по специально разработанной программе профессиональной переподготовки, состоящей из 4 модулей. Но сегодня о ней достаточно подробно уже было сказано. Программа профессиональной переподготовки разработана Высшей школой государственного управления Института президентской академии. Уважаемые коллеги, представленные участники – это те люди, которые не словом, а делом доказали свой патриотизм. И сегодня наша общая задача – это создать все условия для того, чтобы они смогли реализовать свой потенциал. Это люди, действительно, которые весь этот список, он подбирался крайне тщательно. Там учитывались все факторы. Если есть какой-то опыт управленческий на гражданской службе, он учитывался. В обязательном порядке учитывались какие-то награды, которые есть у человека. Все люди, попавшие в итоговый список, находились с наградами. Учитывался опыт управления уже непосредственно в момент несения службы. То есть в основном это все люди, которые командовали чем-то. Глава Ингушетии Махмуд Али Макшарипович Калиматов, комментируя итоги отбора, подчеркнул, что представленные участники программы – основа будущих управленцев нашего региона. Их дальнейшая деятельность будет способствовать укреплению устойчивости института власти, формированию эффективного кадрового ресурса и обеспечению долгосрочного успеха Ингушетии. У нас есть достойные ребята с опытом, с волей, с пониманием, что такое долг. Именно такие люди нам нужны в муниципалитетах, в общественных организациях, в проектах с молодежью. Отбор завершен. Как вы знаете, программа выходит на следующий этап обучения. Это важная часть общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в реализации программы. Участникам пожелать не останавливаться и использовать эту возможность по максимуму на благо республики и всей нашей страны. Хорошие специалисты, они нужны во всех областях, и муниципальных, и в правительстве, да и последующих правоохранительных органов, и во всем остальном, потому что это люди, которые отдали долг своей родине, отдали с честью, поэтому были отмечены, подобраны и утверждены. Поэтому сегодня каждый из них, в моем понимании, герой, и не зря называется «Путь героев». То внимание, которое наш Владимир Владимирович Путин уделяет в целом СВО, обучение пройдут, я думаю, это будет самое доброе, что мы сделаем в целом по стране. Поэтому поддержка от меня лично и в целом у нас парламента и в целом правительства будет.
Ключевым элементом программы «Путь героя» является система наставничества. Общественным советом программы утвержден список из 9 высокопоставленных наставников, сформированный с учетом пожеланий самих участников. В него вошли руководители министерств и муниципальных образований. Реализация программы «Путь героя» является важнейшим шагом в создании кадрового резерва управленцев из числа защитников Отечества для будущего развития Ингушетии. Рина Цачоева, Хусейн Гагеев, Юсуп Ханиев, Рахман Суров, Магаз 24.